Let's go! Всем привет! Выбрались на реку. Значит, какая тема? Значит, у меня дружище вчера в ночь поставил поставушки на червяка. И сегодня мы проверим, попробуем половить на безмотылку и проверим эти поставушки. Значит, надежда у нас какая? Поймать налима, ну, килограмм на 10. Может быть, клюнет там ясь или какая-то еще белая рыба на червяка. Ну, посмотрим. Поехали проверять. Вперед. Клюнула рыба такая, что решили вот ее сейчас прям буром его сейчас убить. Все, насмерть. Хоп. Ясь. Ой, какая, да? Ясь, да? Колян, надо их оставлять. Ну-ка, смотри, смотри, какая рыба. А дочь какая у меня? Ям дочку поправим. Ну-ка. Какая большая, да? Да, ясь. Рыба Колькиной мечты. Так, ну ладно, сейчас будем еще проверять. Мокша еще полностью не встала. На основном течении вода открытая. Да, за ночь подмерзли лунки с донками. Пишни нету, поэтому сейчас вот потихонечку будем доставать. Опаньки. Кто там клюнул, Колян? Плотва. Плотва громадная клюнула. А там нет ничего, да, Паш? Нет, Здесь ничего нету, да? А сколько штук-то здесь, Коль? 8 штук здесь и там еще 20, да? Угу. 13 штук еще там где-то стоит у него. Наставил он вчера. Ну, сейчас проверим, может еще что-то клюнет. Опасно тут. Ну, лед-то в принципе нормальный, но вода открытая вот здесь. Налим? пускай там два их надо. Два налима. Ничего себе. Есть. Там еще что-то. Еще один налим. Вот это да. Ну вы этого-то снимите налима или что? Убирай, Коль. А там еще что-то пиздец просто. А можно без мата? Ладно. Тем более при ребенке. А там что-то очень крупное. Очень крупная годится. Коль, разбуривай сразу, Коля. Коль. Да, может на самом деле зацеп? Ну нет, там что-то это двигается. Нет, нет. Вот. А, значит там зацеп просто. Ой-ой-ой. Один крупнее другого налим, ребята. Нет, это зацеп. Зацеп. Вот. Все. Ага. Вот такие вот. Это, конечно, не на Енисее, там где громадные клюют, но вот такой вот макшанский Отсыпай. налим, да? Видал такую рыбку? Да, видала. Вот это да. Налимчик. Сейчас будем еще смотреть, может еще что-нибудь клюнуло. Вот так вот все, уплыл. Тот, что совсем маленький, а тот, что немножечко покрупнее, Коля сказал, его съест. И сжует. Да? Ну все, пошли дальше смотреть. Дальше смотреть. Возле берега здесь небольшая глубина и ничего не попалось, да? Ага. Пойдем смотреть, что у Паши там клюет. Сидят, значит, возле самой деревни, за поворотом. Человек, наверное, около 30 ловят на мотыля, там на что-то, на поставушке, ну, на стоячку. Не клюет там ни у кого ничего. Пробовали на безмотылочку, была у меня поклевка одна. И что-то мы бросили, вот решили проверить донки. Но я думаю, может быть, еще посидим на безмотылочке.
Рыбка, да, двигается. Все отдвигалось. Что у нас тут? Налим. Что-то есть. Что-то есть. Давай тащи, а то протухнет. Ага, ага. Кто там? Опа! Кто это? Еще? Там что-то есть. А тут налей. Есть, да? Подъязки, да? Вот, пожалуйста, 2 подъязка. Красотища. Коля, отзывай. Ну, работает. Дедовские снасти тут какие-то. Езишки маленькие. Так, следующий. Так, на этом участке последняя поставушка. Ну чё? Пусто, да? Пустые крючки. Наверное, сом. Да, ну все. Ну, как говорится, от 0 ушли, слава богу. Значит, вот участок здесь заставлен, здесь, где палочки торчат, стоят поставушки. Сейчас начнем проверять. Может быть, попадется громадный налим. Ну или ясь. Проверили первую. Мне вот пришел стиную морскую. Будешь сворачивать? Ага. Сколько штук-то здесь? 13. Где-то 13 штук. Да, ну что-то вон тиной все забилось, да? Не клюет. Все, тащи, протухнет, Колян. Да. Че, тоже ничего? Не чувствуется. Да. Червяк не съели. Даже червяков не едят. Хрен, даже не подошли. Здесь, значит, рыбы нет. Да, наверное, ее съели браконьеры. Ладно, сейчас будем дальше пробовать. Может, еще что-то попадется. А уже на этом участке реки Мокша закрылась полностью. Если там вода на русле, здесь уже можно ходить на другую сторону. Ну, Николай Иванович, наверное, здесь налим. Громадный налим, наверное. Все, отрывай леску. Надо топор было брать. Конечно, если сейчас налим попадется большой, прям взять порубили бы, да и все.
Ага, все. Все, тащи, это протухнет. Подсечку надо контрольную сделать. Пучина морская, походу. Да? Ага. Пучина. Что-то таскает. Есть, да? Да, что-то. Ну-ка. Ага, вон прям голова громадная. Тащи, налим. Вот так вот, ребята. Не пролазить. Терпение и труд, все Хорош, перетрут. Это уже побольше, да. Настоящий налим. Для мокши это уже... Да? Настоящий налим. Большой, да? Крупнее-то попадались раньше, нет? Попадались. Да, это, конечно, не Енисей. Ну, это стандартный. Ну, вот такой вот налимчик уже для мокши вполне. Отлично. Ну, крючок, походу, мы потеряем. Ну, ничего страшного, чё ж теперь. Все. Вот так вот. Что, проверяем дальше. Блять, опасно ехать. Тяжело что-то идет. Тяжело? Ага, налим, наверное. Да, кто-то есть. Есть, да? Ну-ка, Так, посмотрим. тащи его. Да, кто-то водит. Ух, ребятки. В лунку не лезет. Оба! И еще один налим. Да. Ну, вот такие они, макшанские налимы. Угу. Красивый. Песок цветом. Да. Камуфлированный. Ну все, нормально. Мы уже с рыбой. Ближе к берегу, видишь, был. Очередная лунка. Надежда на поимку еще одного налимчика. Нету, Колян? Нету, да? Ближе к берегу. Да. Ничего страшного, вон что швыряется. Целый мешок взял Колян под рыбу. Тоже пусто, да? Сразу чувствуется, да? Ну, конечно, если он такой, он там швырялся. Блин, даже червей опять несет. Да, червяк на месте. За ночь никто не съел, даже ерша. Не удалось поймать. Угу. Ладно, пробуем. Еще у нас штук сколько там? 7, наверное, да? Подсекай. Там, значит, больше налим, больше надо было ставить на. Там. Нет, это пустая. Пустая, да? Ага. Там надо ставить. Здесь Там песок. пустота. Может, не Вейский, и точно не Ждановский. Пусто? Да, здесь вот что-то трава, да? Сцепились два крючка. Ой-ой-ой. Налим. Довольно-таки неплохой. Смотри, не бори. Бьется. Давай. Давай, тащи. Ты не порвет. Опа! Еще один красавец. Вот этот даже покрупнее того. Еще один. Еще один налим.
Оба, 2 штуки. Ничего себе. Вот эта рыбалка пошла у нас. Ну что там? Опа! Ничего себе. Кто это? Кто это? Это подъязок тоже. Подъязок, да? Ага. Пустая. Да. А другой крючок или тот один? Нет, Коля, это елец. Елец. Я тебе говорю, вот тогда мне тоже попался елец. Его больше не растут. Да. Самый здоровущий елец в Мокше поймал Николай. Да? Вот такой вот елец. Колян. Крутяк. Наверное, нет ничего. Да? Ага. Стиную пришел мне вот. Ну, червей съели. Червей съели, да? Нет, вон черви на месте, их замотало в тину. Вот с одного съел. Съел, да. Тоже трава. Ага, не лезет в лунку, да? Угу. Вот он какой. Но этого надо отпустить, Коль. Конечно. Только надо крючок вот достать. Он заглотил. Заглотил. Но если в жабру повредить, он не выживет, мне кажется. Кровь пошла. Кровь пошла, да? Нет, все. Маленький налимчик. А прошлый год мы с тобой одного только такого маленького поймали. Да? Вот так. Нет, отпустить не получится его, Да. потому что Коля достал из него сердце через рот. Не хочет. Да, ну покажи его это и пойдем дальше проверять. Вот такой вот налимчик. Хотели отпустить, но он жадно заглотил крючок. Все, и у нас осталась еще одна постобушка. Сейчас ее проверим. И пойдем попробуем, половим на удочке немножечко. Ну, посмотрим, что последнее. Последняя постобушка. Здесь, наверное, как обычно, самая большая рыба должна быть. Ага. Да? Швыряется? Да как так? Как так пустая? Да, нету ничего. Ну все. Но тем не менее, как бы мы увидели макшанского налима. Размер, конечно, у него не особо большой, но со слов местных старожил, такой налим здесь это считается трофейным. Кто ловил больше на Мокше, пишите в комментариях.
Ну что, попили чайку, значит, проверили все мы вот эти поставушки Колины. Ну, рыба попалась, уже хорошо. Значит, сейчас попробуем половить на удочке. Но там течение, у нас без мотылки, там, и опыта у меня, по крайней мере, в ловле на безмотылку вообще никакого нет. Может быть, одну удочку как-то на червяка там налажу, у меня есть. Ну, посмотрим. В принципе, еще время есть, немного порыбачим. Что из этого получится, сейчас посмотрим, ребята. Все, мы поехали снова на речку. Так, ну что, решили посидеть вот на червяка. Сейчас бросим кормушку с каким-то наполнителем там. Что за наполнитель у тебя там, Колян? Какой-то для этих кошачьих туалетов там какие-то, нет, гранулы? Ага, ну попробуем, сейчас посмотрим. Если будет что-то клевать, я вам покажу. Какое дело, значит, оставил удочку я тут под присмотр Коляну. Что произошло, Колян? Чуть не утащил удочку? Что, поклевка была такая? Ничего себе. Ну ладно, пробую что-то с безмотылкой мутить. Но очень сильное течение, ничего не могу сделать. Наверное, все-таки сейчас приду сюда и буду вот сидеть тут, смотреть, следить за удочкой. Посмотрим. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу сегодняшняя рыбалка. Подвести, если итоги, то клевало у нас только на поставушке. Видимо, рыба ночью брала. Удалось поймать огромадных налимов. Значит, ясь крупненький такой клюнул. Грамм, наверное, на 400. Еще мелочевка какая-то. Походили с Колей мы, значит, с безмотылками. Но было у меня 2 потычки, но ничего поймать не удалось. Была поклевка на червяка у нас. Одна, и все. Потом мы оставили здесь удочки. Ушли искать рыбу. Вернулись. Ничего не клюет у нас, ребята. Вот такая вот рыбалка. Но погода нормальная. На улице, в принципе, тепло. Подышали свежим воздухом. Насытились кислородом, так скажем. Вот такие вот дела. Для тех, кто досмотрел видео до конца, небольшой салют. До новых встреч. Увидимся на рыбалке. Пока-пока. Оба! Ничего себе. Серег! Нормально. Поджог. Все закончилось. Все, прячься за нас, прячься за нас.